В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы, 28 января. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Утвержден проект полигона твердых коммунальных отходов в Якутске, где разместят объекты, когда начнется его строительство. 1000 дворов на Дальнем Востоке. В Якутии направят более 1,5 миллиарда рублей на реализацию проектов, разработанных при участии якутян. Продолжается рост числа заражений коронавирусом. В Якутске 2 бассейна приостановили свою деятельность. Началась в столице вакцинация детей и подростков от коронавируса. Расскажем, как записаться на процедуру. Помощь коренным народам Севера от недропользователей. 2 снегохода получила родовая община «Исток» в селе Иенгра Нерюнгринского района. В Якутии компенсацию за подключение к источникам газификации увеличат до 150 тысяч рублей. Такое поручение дал глава Якутии Айсан Николаев. Сначала жители должны найти компанию, которая имеет лицензию на подключение к источникам газа, затем подать заявление в органы местного самоуправления, где составляют общий список, высчитывают все категории по доходам и уже потом предоставляется возмещение затрат. Сумму компенсации увеличат до 150 тысяч рублей. Напомним, президент страны Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. В своем послании Госсобранию Илтумен Айсан Николаев поставил задачу подключить к газовым сетям не менее 2000 домов без привлечения средств жителей. Проект полигона твердых коммунальных отходов в Якутске получил положительное заключение глав госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ и энергетики региона. Строить объект начнут в этом году. Стоимость полигона, согласно документации, составит 3 миллиарда 300 миллионов рублей. В том числе на первый этап выделят более 2 миллиардов рублей. Новый полигон станет первым объектом размещения отходов, построенный на вечной мерзлоте. Его аналогов в России нет, отметил министр ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов. Разместят полигон на земельном участке на 27-м километре Вилюйского тракта. А на реализацию программы «1000 дворов» на Дальнем Востоке в Якутии направят более 1,5 миллиарда рублей. В текущем году благоустроят дворовые территории и мини-парки в 37 муниципальных образованиях республики. Одна из важнейших задач при реализации проектов – максимальное вовлечение жителей на всех этапах работ, подчеркнул Айсан Николаев во время рассмотрения исполнения программы «1000 дворов» на Дальнем Востоке. В конкурсном отборе приняли участие более 140 тысяч якутян. Межведомственной комиссии проекта «Родные города и села» утвержден адресный перечень, в который вошли 124 двора и мини-парка. Напомним, работы по благоустройству должны начать 1 мая и завершить до 1 ноября. Более 400 молодых семей республики смогут улучшить свои жилищные условия в 2022 году. Средства выделят по госпрограмме. В этом году 411 молодых семей из 35 районов республики получат выплаты на общую сумму почти 492 миллиона рублей. Размер выплат зависит от количества членов семьи. В среднем они смогут получить от 700 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Выплату можно направить как на первоначальный взнос по ипотеке, так и на погашение основного долга или процентов по кредиту, на покупку жилья или строительство жилого дома. Чтобы принять участие в программе, молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Возраст участников программы не может превышать 35 лет. Некоммерческие общественные организации региона могут реализовать свои социальные проекты с помощью грантов главы республики. Минмолодежи с 1 февраля начнет принимать заявки для участия в республиканском конкурсе. В этом году сумма регионального отбора составляет более 97 миллионов рублей. Проекты будут оценивать по 23 направлениям. В том числе некоммерческие общественные организации могут написать проекты о занятости молодежи, поддержке материнства, отцовства и детства. Также есть направление о патриотическом воспитании граждан и содействии духовному развитию личности. В этом году к конкурсу главы привлечены 50 экспертов из разных сфер. По итогам отбора победители получат денежную поддержку до 6 миллионов рублей. В этом году мы хотели бы, чтобы у нас проекты
имели направление по поддержке семьи и материнства. Любое, на самом деле, даже вот поддержки молодых, по трудоустройству молодых людей, это можно как бы приурочить к этой дате, потому что молодые мамочки, они тоже могут написать и для себя какую-то, для себя и для других какой-то вид деятельности и проект сделать именно по поддержке материнства. И, конечно же, у нас юбилейный год. В этом году 100 лет республики исполняется, поэтому надеемся, что в этом году тоже будут такие направления. Внеплановая проверка в отношении Якутскэнерго выявила нарушения в период 7 аварийных и 49 плановых отключений электроэнергии в столице республики в ноябре прошлого года. Поводом для проверки послужили многочисленные обращения граждан в адрес службы эксплуатации городского хозяйства. Горожане жалуются на частые отключения электроэнергии в холодный период года, особенно в частном секторе, где риск заморозить дом выше из-за энергозависимых источников тепла. По результатам проверки в отношении Якутскэнерго возбуждено дело об административном правонарушении. Решение о привлечении к ответственности будет принято по итогам рассмотрения протокола. Мэр Якутска Евгений Григорьев предложил включить глав сибирских и дальневосточных городов в рабочую группу Владимира Бурматова. Речь идет о поправках в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Свое предложение Григорьев озвучил на совещании в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Напомним, Совет Госдумы поручил готовить изменения в законодательстве, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Подготовкой предложений займется рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды России. Вот, значит, у нас сегодня постановлением правительства республики на содержание одной собаки уходит 289 рублей. Туда включается и заработная плата, значит, и сено, которое как материал, на чем собака лежит, и питание. Вот нужно понимать, что в случаях, когда мы сегодня имеем в городе Якутске 1200 собак на содержании по решению суда, мы не выпускаем их обратно, то в год это обойдется 126 миллионов только на содержание. Я сегодня, не имея официальной методики расчета, значит, поработал с учеными местными, и их расчет не может быть считаться официальной методикой. У меня по городу посчитали 6300 собак. Население города требует одного – избавить их от собак на улицах, значит, чтобы обеспечить безопасность, в том числе санитарную. Граждане с медотводом от вакцинации смогут получить сертификат на госуслугах. Напомним, решение о наличии противопоказаний принимают врачи, оценив здоровье пациента и изучив историю его болезни. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства. Согласно документу, при наличии медотвода на портале госуслуг можно будет получить сертификат. Мишустин также обратил внимание на то, что показатели заболеваемости ковидом растут, а из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлинике, повышая тем самым нагрузку на амбулаторную сеть. Далее, к эпидобстановке в Якутии. Еще 2305 человек заразились коронавирусом в регионе за минувшие сутки. Из них большинство в Якутске – 1659 заболевших. В Мегино-Кангаласском районе 197 случаев заражения, в Алданском 70, в Чурапчинском 38, в Мирнинском 35, в Кангаласском 32, в Верхневилюйском районе 30 случаев, в Намском 29, в Нюрбинском 24, в Тампонском и Усть-Алданском Улусах по 21 случаю. Еще в 15 районах от 1 до 19 заболевших коронавирусом. Сегодня в 17:00 во Дворце детства начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции. Это первый этап вообще вакцинации. Соответственно, вакцина поступила на настоящий момент в ограниченном количестве. Для записи на вакцинацию необходимо перед приходом в Дворец детства записаться, обратиться в поликлинику и к своему участковому педиатру. Плавательные бассейны Чолбон и Самородок приостановили свою деятельность. Такая мера связана с ухудшением эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%.
Напомним, согласно приказу Минспорта в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации, да, от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, да, то есть термометрию проходят, и чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. Решение о продлении или отмене дистанционного формата учебы в школах Якутска примут в понедельник, 31 января. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации. Напомним, с 18 января ученики с 1 по 8 и 10 классов школ Якутска перешли на дистанционный формат обучения. Из-за сложной эпидобстановки с 24 января учащиеся выпускных классов также отправили на удаленку. Тем временем в Хангаласском Улусе учителя выходят в рейды, выявляют детей, находящихся вне дома. Сейчас в районе все учащиеся школ перешли на дистанционное обучение, а в детских садах организованы дежурные группы. Такой режим для школьников будет сохраняться на период обострения пандемии. В эти дни им необходимо соблюдать самоизоляцию, исключить очное общение с одноклассниками, друзьями, длительное пребывание на улице и в местах массового скопления людей. Для контроля режима самоизоляции педагоги школ и детских садов ежедневно выходят в рейды. Мы присоединились сегодняшнего дня. Выходим мы по графику один раз в день, дневное время. У нас район Кирзавод мы относимся к улицам, Строительная, Заводская и Комсомольская. Вот это наши улицы. При обнаружении детей либо на площадке, либо в подъездах мы с ними проводим беседу о том, чтобы они покинули это место, так как сейчас такая неблагополучная обстановка. И даем рекомендации родителям, чтобы дети самоизолировались, также соблюдали масочный режим. В Якутске с сегодняшнего дня началась вакцинация детей и подростков от коронавируса. Единый городской вакцинальный центр расположился в здании Дворца детского творчества. Детям и подросткам вводят специальную детскую вакцину «Спутник-М», первая партия которой поступила в республике. Тему продолжит Лася Сергеев. В работе единого центра привлечены врачи-педиатры и медсестры. Прежде чем получить вакцину, дети проходят регистрацию и первичный осмотр. К добровольной вакцинации в этом пункте допускаются лица, прикрепленные к поликлиникам Якутска, строго с согласия родителей. Перед постановкой вакцины врач-педиатр осматривает ребенка, измеряет температуру тела, обязательно уточняется эпитанамнез, и на основании объективных данных она дает разрешение. Записаться можно через своего участкового педиатра. Обратившимся в центр вводят двухкомпонентную вакцину «Спутник-М», предназначенную для детей с 12 до 17 лет. Компоненты вводятся с интервалом в 21 день. Первая партия из 720 доз была распределена между Якутском и районами республики. Данная вакцина, она в 5 раз облегченная, специально создана для детей. Но гарантирует, что антитела будут вырабатываться очень хорошо. Главные противопоказания – это, конечно, острые заболевания, недавно перенесшие острые заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Оксана записала свою дочь Полину сегодня утром, и уже ближе к вечеру девочке поставили первый компонент вакцины. Женщина уверена в необходимости вакцинации. Мы только за вакцинацию, потому что сейчас очень много больных, очень много детей болеет. Я сама работала с прививками в детской поликлинике, поэтому я только за. Мы сегодня утром записались, нам позвонили, и мы, в общем, сделали прививку, чему я очень рада. Единый городской центр вакцинации будет работать с понедельника по пятницу с 9 утра до 4 часов дня. Чтобы записаться на прививку, необходимо обратиться к своему участковому врачу. Приглашенные на вакцинацию дети и подростки должны иметь при себе следующие документы: медполис, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт. Власий Сергеев, Семен Семенов, Якутск.
В Алекминской районной больнице во время вспышки коронавируса особое внимание уделяют будущим мамам. Там организован патронаж медработников для возрастных пациентов и беременных женщин. Подробности у Елены Фаст. В Алекминской районной больнице уже осуществляются мероприятия, направленные на профилактику заболевания ковид. Мы усилили амбулаторную службу. На сегодняшний день беременные, пожилые, все вызовы обслуживаются на дому. Не только ОРВИ и коронавирус, да, все вызовы, чтобы защитить наших беременных, наше старшее поколение. При подъеме заболеваемости ОРВИ у нас приказом определен резервный состав медицинских работников, составлены алгоритмы и перехода в повышенный режим работы. Будет усилена работа регистраторов на прием звонков. Особое внимание будущим мамам. По адресам с патронажем выезжает врач и медицинская сестра. На данный момент мы беременных обслуживаем на дому. Всего на учете у нас состоит 174 беременных. Это по городу Алекминску. И, получается, беременные не посещают поликлинику. Если какие-то симптомы ОРВИ, признаки, они сразу вызывают нас на женскую консультацию, выходят. Мы сразу по первому вызову приезжаем к ним на обслуживание. При этом проводится термометрия, давление, измерение давления, пульсоксиметрия, сатурацию проверяем, состояние плода проверяем, проводится КТГ. Очень востребованы такие выезды и у старшего поколения. К Валентине Ксенофонтовне приехала медсестра. По результатам приедет уже врач. Я ваши данные передам вашей участковой медсестре и врачу, и они сделают к вам. У бабушки оказалось давление высокое, очень даже высокое, а пульс и сатурация очень даже хорошая, просто давление высокое. Надо контролировать. Валентина Ксенофонтовна очень довольна. Конечно, удобно. Я с тросточкой хожу. Мне тяжело ходить, ноги больные. Поэтому хорошо вот такая форма, да? Да, такая форма очень даже для меня лично хорошо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К другим темам. В горно-геологическом техникуме поселка Хандага с нового учебного года студенты получают навыки по выбранной профессии в новой мастерской обогащения полезных ископаемых. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке партнера Южно-Верхоянской горнодобывающей компании, рассказывает Мария Винокурова. Для новой лаборатории приобретены учебные версии машин, флотационные, отсадочные, муфельные печи, также реагентный питатель и электронные весы. Это оборудование – мини-копии тех, которые эксплуатируются в горно-обогатительных комбинатах. Здесь студенты знакомятся со всем технологическим процессом и работой, хотя и миниатюрного, но реального фабричного оборудования. А социальные партнеры, в частности, Южно-Верхоянская горнодобывающая компания, получают уже полностью подготовленных сотрудников, которые сразу после техникума будут работать на оборудовании фабрики. Таких оснащенных техникумов очень мало. И надо сотрудничать, мне кажется, на данный момент. Тем более у нас Тампонский вуз является производственной точкой. То есть сейчас на данный момент открывается фабрика за фабрикой. И если будем сотрудничать с каждой организацией, они будут оснащать нас и брать на работу наших студентов. Это для нашего района, для нашей республики это будет большим достижением. В прошлом году на базе лаборатории по заказу Центра занятости населения свыше 70 жителей республики прошли краткосрочные курсы по 11 профессиям горнодобывающей промышленности. Также горно-геологический техникум выпустил студентов 2 групп обогащения полезных ископаемых. Это около 40 человек, из которых 90% трудоустроились по специальности в Нежданинском ГОКе. В этом году также выпускаются 2 группы. Ребята с удовольствием изучают в лаборатории все тонкости будущей работы. Это механическая флотомашина, у нас лабораторная. Под ее камерой сюда добавляются реагенты по очередности. Сначала добавляется регулятор среды, потом активатор, депрессор, собиратель и вспениватель. Флотация – это самый основной процесс обогащения. В этом году планируется дооснащение лаборатории обогащения полезных ископаемых на сумму 1 миллион рублей. Финансовые затраты готов понести будущий работодатель Южно-Верхоянская горнодобывающая компания. Мария Винокурова, Хандага, Тампонский район.
2 снегохода от промышленного предприятия получила родовая община «Исток» в селе Иенгра Нерюнгринского района. Эвенки, как представители коренных народов Севера, готовы не только рационально использовать природные ресурсы, но и совместно с промышленными предприятиями помогать их сбережению и освоению. Ирина Кичигина продолжит. Промышленное освоение Южной Якутии имеет стратегическое значение для страны. Но недропользователи должны понимать, что они ведут свою деятельность на землях традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Компания «Эльгауголь» служит примером ответственного недропользования с учетом интересов общества. Сегодня, благодаря совместной планомерной работе наследного депутатского корпуса администрации, на новый уровень выходят отношения между местными властями, промышленными организациями, а также кочевыми родовыми общинами. Стороны договариваются вести бизнес цивилизованно, бережно относиться к природе и поддерживать тех, кто испокон веков населяет эти земли. И в этом диалоге заинтересованы все. Ведь диалог нужен не только нам, но и бизнесу, на мой взгляд. Взаимодействие в наследии сегодня складывается. Компания «Эльгауголь» сотрудничает с родовой общиной «Исток». Осуществляется поддержка в виде материальной помощи, поставки товарно-материальных ценностей общине. И для того, чтобы сотрудники могли более оперативно, быстро решать свои вопросы, работу выполняли, мы подарили сегодня снегоходы повышенной проходимости. Они по своим техническим характеристикам топовые модели. Родовая община «Исток» образовалась в 2019 году и пока насчитывает всего 5 человек. Но полученные снегоходы значительно улучшат качество жизни и будут способствовать дальнейшему развитию и расширению. Это сохранение стада, естественно, охота на хищников, средства передвижения по тайге. Такое взаимодействие послужит примером для конструктивного сотрудничества и соблюдения баланса интересов недропользователей и коренных малочисленных народов Севера не только на территории Нерюнгринского района, но и при освоении Арктики. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Черный бриллиант «Энигма» весом 555 каратов выставляют на торги аукционного дома «Сотбис». Ученые до сих пор ничего не могут точно сказать о его происхождении. Возможно, такие бриллианты сформировались в космосе и оказались на Земле вместе с упавшими астероидами. Сотбис выставляет на торги черный бриллиант «Энигма» весом 555,55 карат. Как отмечают в аукционном доме, это самый большой среди фантазийных или цветных драгоценных камней в мире. Черные бриллианты еще называют карбонадо. Они чрезвычайно редкие. Предположительно, «Энигме» около миллиарда лет. Последние 2 десятилетия бриллиант находился в частной коллекции, и о нем крайне мало известно. На выставках не показывали и не выставляли в открытую продажу. Этот предмет выходит за рамки того, что мы представляем себе о коллекционировании бриллиантов и ювелирных изделий. Я думаю, что эту вещь потенциально можно было бы показать в музее. Она может уйти и к частному коллекционеру. Это нам еще предстоит увидеть. Но, на мой взгляд, из-за того, что этот бриллиант настолько редкий и привлекает столько внимания во всем мире, это только добавит интриги. Заинтригованы карбонаты и многие ученые, которым пока не удается понять происхождение черных алмазов. Находят их только в 2 местах на планете – Бразилии и Центральноафриканской Республике. Возраст большинства приблизительно от 2,5 до 3 миллиардов лет. То есть, когда происходило активное движение земных плит и насыщение атмосферы кислородом. Мы думаем, что они могли образоваться глубоко в недрах Земли, намного глубже, чем другие алмазы, о которых мы знаем. Есть гипотезы, что они образовались в местах, где происходило падение больших астероидов, во время которого под воздействием углерода образовывались карбонады на поверхности Земли. Также существуют межзвездные гипотезы, которые предполагают, что они сформировались в космосе, а затем оказались на нашей планете. Так что мы на самом деле не знаем, откуда они берутся. Ученые считают этот камень бесценным и хотели бы заполучить такой экземпляр для науки. Но в Сотбис рассчитывают выручить за него от 4 до 7 миллионов долларов. Для лота резервной цены нет, то есть он достанется покупателю, который предложит больше денег. Причем расплатиться он сможет и криптовалютой. Итоги торгов станут известны 9 февраля.
В завершение о спорте. В Китае ожидают более 20 лидеров государств и организаций на открытии Олимпийских игр. Лидер КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а также проведет приветственный банкет для лидеров иностранных государств, глав правительств, членов королевских семей и глав международных организаций, которые приедут в Китай для участия в церемонии открытия, говорится в сообщении. Ожидается, что в Пекин приедут президент России Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Сингапура, Египта, Польши, Сербии, Аргентины и других стран. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и удачных вам выходных.